портала proufo.ru. Рамиль, приветствую. Добрый день. Давно не было в нашей студии в качестве гостя в программе «Персонально ваш». Все как-то обычно в редколлегию, вот теперь пора пришла этой программы. Кстати, уже приходят вопросы, номер +7 927 304 10 51. Ну и сначала такой технический вопрос от радиослушательницы Лилии. Она спрашивает, где можно газету «Бонус» приобрести. Газету «Бонус» можно приобрести, во-первых, по выписке, которая стоит около 40 рублей, это раз. Во-вторых, можно, наверное, в точках раздачи, это фармленд-сети и так далее. Я не могу уже говорить в киосках, да? Да, в киосках и так далее. Еще раз напомню, номер для СМС-сообщений +7 927 304 10 51. Я так понимаю, сегодня был суд по поводу штрафа, который был вам назначен нижестоящим судом. Сегодня была апелляция в Верховном суде. Речь идет о митинге 21 сентября за отставку главы республики. Как заседание сегодня прошло? Вообще интересное заседание произошло. Знаете почему? Потому что вот у меня были 3 аргумента, которые говорили о том, что нужно отменить решение Ленинского районного суда. Первое. О том, что, во-первых, 2 свидетеля, которые написали свои объяснения, их не существовало. Это раз. Второе. Это протокол. И третье. О том, что, собственно говоря, вопрос не должен стояться, пока не решился вопрос о... Ко мне же предъявлялся 20.2 о том, что я являюсь организатором суда. То организатором митинга. Митинга, да, митинга. Ну, дело в том, что вот я в суд и подал о том, что я о законности этого митинга я и подал иск, и, собственно говоря, он еще не рассмотрен в Кировском районном суде, который будет рассмотрение только будет завтра. То есть имеется в виду, что начался процесс как раз параллельно, вот сейчас, да, параллельно уже с апелляцией начался процесс по поводу того, было ли вообще законно отказано. Но уже перед этим было вынесено решение, что вы виновны в том, что организовали этот митинг. Именно об этом я говорил, о том, что в Ленинском районном суде я говорил о том, что нельзя выносить решение по поводу законности и незаконности проведения моего митинга, поскольку нет еще решения Кировского районного суда о законности по моему иску. То есть получается то, что нельзя телегу гнать впереди лошади. Вот и все. Об этом я сегодня и говорил в Верховном суде. Но судью это не убедило. Вы знаете, что было любопытно и интересно? То, что, во-первых, судья абсолютно в своем сегодня решении, судья Рахматуллина, я специально подчеркиваю ее фамилию, во-первых, она абсолютно зачитала все наши аргументы. Она зачитала аргументы обратной стороны. Она зачитала аргументы МВД, которых было очень мало, но при этом, когда выносила свое решение, она ни одного из аргументов, скажем так, противоположной стороны не сказала. Поэтому в любом случае мы будем оспаривать в кассационной инстанции это решение. Интересное событие происходит в суде, где рассматривается иск о незаконности действий правительства. Вы считаете, что вам незаконно отказали в согласовании митинга у Дома профсоюзов. Там вдруг, насколько я понимаю, судья решил вызвать вице-премьера правительства республики. Это была ваша просьба его в качестве ответчика привлечь, или как все это происходило? Я немножко удивился вашей публикации, если честно, потому что, на мой взгляд, я настаивал на том, что у меня был иск правительства Республики Башкортостан. Я в вчерашнем уточненном исковом заявлении говорил городской администрации и к МБУ Ешлик. Так. То есть господина Магадеев я вообще не трогал. То есть получилось, когда суд удовлетворил в письменном виде мои ходатайства, суд после этого решил предъявить претензии в качестве ответчика административного, подчеркиваю, господина Магадеева. Я немножко, конечно, удивился, но я приветствую это решение, это правильное решение. Объясняю его тем, что, достаточно того, что суд уже, наверное, видимо, от таких исков уже устал. Вы думаете, с этим связано? Потому что координатор штаба Навального в Уфе, например, Лилия Чанышева, написала у себя в Фейсбуке, что вот мы каждый раз хотим привлечь правительство как ответчиков, именно об этом говорю, ничего не происходит. Именно так, что Кировский районный суд устал уже от таких
бесполезных заявлений. Он поэтому и говорит о том, что должна быть персональная ответственность каждого чиновника. Ну, То есть не правительство Республики Башкортостан, когда приходит безгласный адвокат, а приходит уже конкретный ответчик, и в данном случае это выступает вице-премьер господин Магадеев. Я только приветствую это решение. Ну, как вы думаете, господин Магадеев придет в суд? Я не могу об этом утверждать, потому что здесь же идет административный иск в рамках Кодекса административного судопроизводства. Я думаю, что, скорее всего, придет его представитель, но это не имеет значения. Главное то, что придет представитель господина Магадеева. Вообще, какое у вас ощущение вот от того, что сегодня происходит в отношении судебной системы и решений по организаторам и участникам митингов? Мы уже видим прям ряд таких решений. Я вижу два момента. Давайте будем разделять. Первое, то, что касается административных нарушений, то, что касается штрафов, скажем, что где-то кого-то заключают, где-то там штраф. Это одно. Другой вопрос о том, что, собственно говоря, по митингу. Вот сегодня в Верховном суде Республики Башкортостан я встретился, опять же, с организаторами сибайских митингов и пикетов или сходов граждан. Я все-таки исхожу из того, что если это идут суды по участникам, их, конечно, да, пытаются наказать. Их стараются все-таки привлечь к административной ответственности, исходя из того, что они не являются заявителями, они являются участниками. Но, опять же, тех, кто является заявителями, кто подавал уведомления этих митингов, этих заявителей все-таки не могут привлечь к той же ответственности. Поэтому я думаю, что вопрос все-таки лежит в судебной плоскости, и опять же суды на районном уровне, они идут все-таки на это, скажем так, в плоскости того, что им говорит районная администрация, но на Верховный суд Республики Башкортостан, во всяком случае, его административная коллегия Верховного суда, она идет все-таки, с точки зрения закона, и здесь более-менее законные решения принимаются. И поэтому мы видим, что, например, участнику схода в Сибай сначала назначили обязательные работы, а потом их Верховный суд отменил. Конечно. То же самое с Лилией Чанышевой, координатором штаба Навального, произошло. Вы знаете, позавчера у нас был на вашем месте политолог Владимир Савичев, и он назвал происходящее тем, что это признаки правового государства. По его мнению, мы строили правовое государство и, наконец, построили. Вы думаете, это действительно какой-то такая модернизация, так сказать, это какой-то успех, или это просто совпадение? Нет, я думаю, что это в любом случае правовое государство. Я согласен с Владимиром Леонидовичем по одной простой причине. О том, что просто на районном уровне судьи, адвокаты, опять же прокуроры, они принимают одни решения. Давайте не будем стесняться, это идет договоренности определенной. Но в Верховном суде Республики Башкортостан эти вопросы решаются совсем на другом уровне, и поэтому я все-таки не тешу себя какими-то там иллюзиями о том, что у нас здесь есть какое-то российское правосудие, но я считаю о том, что решения уровня района, которые переходят на уровень республики, они все-таки более-менее честные. Вот и все. Еще про суды. На сайте, где вы работаете, на портале proufo.ru появилась публикация о том, что вы ее, кстати говоря, и писали, насколько я понимаю, о том, что учредитель Конгресса башкирского народа подал в суд на Минздрав Башкирии. Что это за история? И считаете ли вы, как и непосредственно учредитель КБН и глава госпиталя ветеранов ООН, что действительно какое-то преследование, то, что происходит с ним сейчас, или это может быть на самом деле просто рабочим моментом? Да нет, я считаю, что это абсолютное преследование, потому что я даже... Речь там идет о выговоре, я поясню нашим радиослушателям. Я сейчас объясняю то, что за выговором идет сразу увольнение. Давайте так, мы все прекрасно знаем, что административно есть кодекс о трудовых отношениях, то есть сегодня выговор, завтра тебя уволят. Вот и все. Поэтому давайте так, в 2012-2011 году я, допустим, работал сам лично в структурах Минздрава. И я, например, прекрасно понимаю о том, что сегодня это выговор, завтра это увольнение, и
что, как и делается, допустим, я даю отчет. Поэтому, когда говорят о том, что сегодня сделали выговор Халилю Мустафину, вчера сделали выговор, допустим, этому Фергату Байрамгулову, для меня это абсолютно прямая речь о том, что их завтра просто выкинут. Но Фергату Байрамгулову удалось восстановиться в должности. Зачем нужно делать это правительству, когда так есть вот я напоминаю, возможность то, что восстановиться? Я говорю о том, что в течение 2,5 лет портал РУФУ много раз писал о том, что о многих главных врачах, которых выкидывали, увольняли бессистемно, без всяких там вопросов, и когда они начинали оспаривать свои решения, в том числе с Фергатом Байрамгуловым. Так вот, я говорю, Халиль Мужавирович Мустафин, который недалеко от нас находится, он тот же элемент этой системы, потому что он оказался ненужным, в данном случае оказался для Минздрава. Вот и все, и он оказался из этой, его и выкинули. Что вообще сегодня с Конгрессом башкирского народа происходит, членом которого вы являетесь? Недавно он закончил регистрацию в качестве юридического лица. Что это на практике будет означать? Так вот я вон сейчас и говорю о том, что Халиль Мужавирович, который вот сейчас вот прессует, извините, Министерство здравоохранения, в прямом смысле прессует Министерство здравоохранения, его учреждение находится в плюсе, его здравоохранение, подчеркиваю то, что его госпиталь, он является ведущим учреждением Российской Федерации в этом отношении. Так вот, ведущим, подчеркиваю, ведущим. И когда мы объявили о том, что оказывается то, что Конгресс башкирского народа оформлен организацией ведущей, и на следующий же день, оказывается... То есть после того, как вы объявили, что КБН зарегистрирован, на следующий день объявили выговор. Так я понимаю? Примерно так. Угу. Но это понятно. Это на практике вы имеете в виду, что это будет означать проблемы какие-то для людей, которые занимают управленческие должности. Я не думаю, что для Ферга, опять же, я не думаю, что для Халиль Мужавирович профессионал. В любом случае он свои позиции отстоит. Я так понимаю, что теперь Конгресс башкирского народа сможет, например, претендовать на какие-то гранты от правительства республики? Нет, он не то, что он может. Он, во-первых, может, во-вторых, он будет. Я вам сейчас объясняю то, что вот, допустим, я как член являюсь Курултая Башкир, исполком Курултая Башкир, который существует, я прекрасно знаю то, что эта организация, она существует только на те гранты, которые там, условно говоря, она претендует. В данном случае, извините, любая другая организация также может претендовать на эти же гранты. И мы будем претендовать. Вам тут пришел вопрос от радиослушателя. Сейчас загрузится. Тут, я напомню пока номер для СМС-сообщений, +7 927 304 10 51. Почему вы не выступаете против Путина? Разве вы не видите, что при нем автономия республики только сокращается? Владимир ваш спрашивает. Я думаю, он имеет в виду Конгресс башкирского народа. В данном случае я могу ответить словами нашего руководителя, который сказал так, что то, что мы не говорим против Путина, это не значит, что мы там за или против. Мы говорим о том, что мы сейчас решаем вопросы республики. Наши вопросы стоят в том, Фергат Митхач отметил правильно, вот Байрамгулов, подчеркиваю, и у вас в эфире, и у других, о том, что есть те проблемы, которые касаются нашей республики, мы их касаемся, вот и все. Хотя это не обозначает то, что мы там за или против кого-то. Но вы так говорите, а Фергат Байрамгулов, насколько я помню, как раз не критикует Путина и считает, что он достойный лидер. Я помню, когда был, как это называлось правильно, совместный совет, где были представители всех движений, которые работают вместе с Конгрессом башкирского народа, выступают на митингах, и там было очень четко заявлено, что против Путина мы ничего не имеем. Вот против Хамитова, да, против Путина нет. Так вот, Дарья, я объясняю. Мое субъективное мнение, которое может быть против Путина, оно так оно и есть, оно не обозначает решение нашего Конгресса. Вот и все.
ваше личное мнение. Понятно. Конгресс башкирского народа выступает против действующего главы республики. Это у вас в меморандуме прописано. Вы хотите, чтобы Рустем Хамитов ушел в отставку. Вы видите кого-то на его месте? Вот из тех, кто сегодня есть в политическом пространстве республики, может быть, из тех, кто, там, не знаю, сейчас не в республике работает, а где-то в другом месте, видите ли вы кого-то, кто бы мог занять его место? Слушайте, я так знакомый вопрос услышал, как у журналиста. Я сам этот вопрос также задавал. Но если честно, давайте так. То, что на самом деле я не вижу Рустема Хамитова следующим руководителем нашей республики. Это я подчеркну раз. Второе. А кто? Вопрос дважды. Я все-таки считаю, что я, в отличие, может быть, там, от своего издания или так далее, я считаю, что это вопрос выбора народа. Ну, у него, правда, нет выбора, можно сказать. Скорее всего, пришлют кого-то из Москвы, и мы будем с этим мириться. Пусть пришлют, мы посмотрим. Вот по поводу издания, которое вы представляете. Вы говорите, что не хотели бы видеть Рустема Хамитова на следующем сроке. А как вам кажется, вообще ситуация сегодня политическая вокруг него какая? Скорее он останется или скорее он продолжит работу? Я почему это спрашиваю? Потому что ваш портал и непосредственно вы, Рамиль, часто пишете о том, что вот тучи сгущаются над Рустемом Хамитовым, и скоро он пойдет в отставку. Давайте две вещи не будем путать. Во-первых, то, что мы там сгущаются тучи, и мы пишем о том, что это и так далее, о том, что он уйдет или не уйдет, это разное. Мы не говорим о том, что он уйдет. Мы говорим о том, что ситуация, которая существует ныне. Второе, о том, что Рустем Закеевич, конечно, на самом деле, давайте так, не будем притворяться, он не самый плохой и не самый хороший тот претендент, который существует, но я считаю то, что он свой срок досидит и уйдет. Я почему спросила по поводу публикации еще в начале октября на наш запрос о том, что якобы вот уже прям скоро будет отставка главы республики. Это было опубликовано на вашем сайте, что в Москве решался вопрос. Пресс-служба главы администрации нам ответила, что за последние 2 года на вашем портале вышло не менее 15 неподтвержденных публикаций об ожидаемой отставке главы республики. Вот, если честно говоря, и на вот этот ответ пресс-службы администрации главы республики я очень долго смеялся по одной простой причине. Первое. Во-первых, мы никогда не задавали вопрос о том, что когда уйдет глава, это раз. Уйдет ли он завтра, уйдет послезавтра или в конкретное число, это раз. Во-вторых, мне кажется о том, что пресс-служба главы администрации Республики РБ, видимо, там выдавала за действительно, это раз, мне кажется, два, то есть мне кажется о том, что они как-то поторопились вам ответить в конкретике и в цифрах. Мы сейчас прервемся на московские новости. Потом продолжим. Да, потом продолжим. У нас сегодня в гостях Рамиль Рахматов, редактор газеты «Бонус» и политический обозреватель портала proufo.ru. Никакого секрета. Мы говорим все, что знаешь. Радио «Эхо Москвы». Другие СМИ на радио «Эхо Москвы», ежедневный обзор газет и журналов, еженедельники в программе «Обложка», телевидение в передачах «Телехранитель», «Человек из телевизора» и программное обеспечение. Главное из интернета в программе «Блок-аут». А каждый четверг – одна из тем исторического журнала «Дилетант».
Москве 13:30. Здравствуйте, в студии Александр Плющев, и в эфире выпуск новостей. Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон, позволяющий относить зарубежные средства массовой информации к категории иностранных агентов. Для вступления закона в силу его должен одобрить Совет Федерации и подписать президент. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал, что пока рано судить о жесткости поправок, поскольку правоприменительная практика у закона отсутствует. Сегодня же Госдума приняла в третьем чтении закон о внесудебном ограничении доступа к сайтам нежелательных в России организаций. Генпрокуратура надеется, что глава Роснефти Игорь Сечин все-таки придет на допрос по делу Алексея Улюкаева. Как сказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» официальный представитель ведомства Александр Куренной, он не думает, что кто-то из участников процесса имеет намерение оскорблять суд и явится, когда позволит график. Глава Роснефти уже дважды проигнорировал вызовы на судебное заседание. Очередная попытка допросить его запланирована на 22 ноября. Глава Думского комитета по законодательству Павел Крашенинников подготовил законопроект, который ужесточает наказание за телефонный терроризм. Согласно проекту, за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, которое повлекло массовую эвакуацию людей, будет предусмотрено до 8 лет лишения свободы. Оппозиция в Зимбабве призвала к восстановлению демократии в стране. Об этом говорится в распространенном заявлении партии «Движение за демократические перемены». Ранее стало известно, что военные в Зимбабве взяли под стражу президента страны Роберта Мугабе, который правит 37 лет, его семью и министра финансов. Дороги к правительственным зданиям заблокированы, захвачено здание государственной телерадиовещательной корпорации. И вот только что СМИ сообщили, что президент Зимбабве Роберт Мугабе может отказаться от власти в обмен на возможность для жены покинуть страну. Он провел переговоры с военными. Возбуждено уголовное дело о вмешательстве в личную жизнь народного артиста СССР Армена Джигарханяна. Следователи обнаружили в его кабинете в театре подслушивающее устройство. Как заявил Интерфаксу информированный источник, накануне были проведены следственные действия в квартирах жены Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской и ее представителя Ирины Мазур. Официальный доллар на завтра 60 рублей 25 копеек, евро 71,17, в Москве до конца дня 0+2, местами небольшие осадки. Такая же погода предстоящей ночью, завтра днем +1,3. Александр Плющев, служба информации, «Эхо Москвы». Реклама. Бренд-платформа 2017. Двухдневный интенсив по созданию и продвижению брендов. Впервые в Уфе создатели крупнейших российских брендов. 16 и 17 ноября. Уфа. Шератон. Подробности на brandplatforma.ru. При поддержке радио «Эхо Москвы». 18+. Афиша исторического парка «Россия. Моя история». Исторический парк «Россия. Моя история» – это масштабный мультимедийный комплекс, в экспозициях которого представлена вся история России от конца первого тысячелетия до современных дней. Более чем тысячелетняя история страны дается здесь панорамно при помощи современных технологий. Это настоящий живой учебник истории России, полюбившийся школьникам и студентам за свою наглядность и увлекательность. Материалы экспозиции рекомендованы Министерством образования и науки Российской Федерации и расположены на площади более 7000 квадратных метров. Уточнить любую интересующую информацию можно по телефонам 287 29 53 и 286 6066. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе 216 35 99. «Эхо Москвы» в Уфе и проуфу.ру представляет рубрику «Говорим по-башкирски». Юрты. Тирмә. Юрты Деда Мороза. Кыш бабай тирмәләре. Юрты Деда Мороза. Кыш бабай тирмәләре. На церемонию открытия юрт Деда Мороза в Уфе потратят 500 000 рублей. Өфөлә Кыш бабайдың тирмәләрен асу тантанаһына 500 000 һум акса сарыф ителәсәк. На церемонию открытия юрт Деда Мороза в Уфе потратят 500 000 рублей. Өфөлә Кыш бабайдың тирмәләрен асу тантанаһына 500 000 һум акса сарыф ителәсәк. «Эхо Москвы» в Уфе и проуфу.ру представляет рубрику «Говорим по-башкирски».
Персонально ваш. Мы продолжаем прямой эфир на «Эхе Москвы» в Уфе. У нас сегодня в гостях Рамиль Рахматов, редактор газеты «Бонус». Все хорошо, да? И политический обозреватель портала proufo.ru. Мы тут смеемся во время перерывов. Я бы хотела поговорить по поводу отказов. Вот мы про митинги начали говорить в первой части нашей программы. Штаб Навального публикует постоянно, сколько раз им отказали. Я не знаю, сколько сейчас, но было более 700 раз, что им отказали в согласовании митингов, митинги, встречи с политиком Алексеем Навальным. Как вы думаете, почему? Раньше же вроде как-то согласовывали. Нет, давайте зададим вопрос по-другому. О том, что они подали свои заявки абсолютно правильно и уважаю с точки зрения закона. Другое дело то, что им отказали. Пошли ли они в суд, оспорили ли они... Ну, они говорят, что да, они постоянно пытаются обжаловать, это ни к чему не приводит. Там же было даже решение прокуратуры, которая не нашла никаких нарушений в этих отказах. Я вижу только в одном маленьком, даже не в сотнях дел, которые они подали, а я только в маленьком, только десятке, вижу какие-то отказы прокуратуры или судов, и я считаю, что они должны идти в суд. Все 700, конечно, 700 исков подавать. Задавить суды своими делами. Задавить суды. В прямое слово задавить. Вот и все. Хорошо, а почему не согласовывают, как думаете? Ну, система о том, что никто не отменял систему, которая пришла с Москвы, команда, и все запрещить, никаких этих... Извините, у нас в марте выборы товарища Путина. Ну, в некоторых регионах все-таки проходят Давайте встречи. Не будем притворяться о том, что у нас выборы товарища Путина. Никаких президента Российской Федерации. У нас есть выборы товарища Путина. Вот и все. Поэтому и говорят о том, что нельзя какие-то протестные акции устраивать, будь то Навального, будь то там башкирский или татарский или другой общественный. Вот и все. Вчера у нас в студии был Андрей Потылицын, координатор движения «Открытая Россия» в республике, и он сказал, что в ближайшие дни решится вопрос о штабе, предвыборном штабе Ксении Собчак. И, возможно, в Уфе он появится, и если появится, очень высока вероятность, и, скорее всего, Андрей Потылицын этот штаб возглавит. Как вы думаете, каков будет успех этого штаба в республике? Вот потенциально оценить его электорат Ксении Собчак, например. Я в любом случае буду приветствовать и даже всячески поддерживать создание этого штаба по следующим причинам. Первое. Я абсолютно не верю в том, что Ксения Анатольевна выиграет эти выборы. Угу. Я еще раз подчеркиваю, что это будут выборы товарища Путина. А в том, что она проект Кремля? В то, что она проект Кремля? Абсолютно не важно для этого. Я говорю о том, что будет создаваться инфраструктура, желание людей о том, что выбирать какую-то альтернативу. То есть когда голосовать будут за Ксению Собчак, будут голосовать не за Ксению Собчак и не за Владимира Владимировича Путина. Понятно, что любая, это ляжет в копилку, это Владимир Владимирович. Мы говорим о том, что Ксения Собчак сегодня, она оказывается, то, что она показывает альтернативу того, что все, кто против. И поэтому, когда я проголосую за Ксению Анатольевну, я проголосую против Путина, Медведева или других. Это какое-то альтернативное голосование. Поэтому первое. Почему? Это первое. Почему я буду голосовать за создание этого штаба. Второе. Даже не в этом дело, в том, что, давайте так, мартовские выборы пройдут или апрельские. Нас настигнут выборы сентябрьские. В Курултай. Курултай госсобрание, которое для нас, для республики более важно. Угу. Создастся в этот момент инфраструктура, которая будет иной Единой России. Я сейчас детали не хочу рассказывать и не буду говорить о том, что я просто говорю о том, что создается вторая параллельная реальность и вторая инфраструктура, за которую я буду работать и голосовать. Вот и все. Ну, то есть оппозицию имеете в виду? Конечно. Я напомню номер для СМС-сообщений +7 927 304 10 51. Ну вот, кстати, вам тут как раз пришел вопрос, за кого бы вы проголосовали на президентских выборах? В марте. В марте, да. А я не пойду, я испорчу бюллетень. Пойдете и испортите бюллетень? Конечно. А если там будут Ксения Собчак, Алексей Навальный, не Григорий имеет значения, я испорчу. Вашего кандидата в этом списке не будет. Что происходит с башкирским языком сегодня в республике? Я хочу поговорить. У вас на сайте proufo.ru появилась информация, что якобы Генеральная прокуратура приехала с проверками в республику. Пока какого-то официального подтверждения этому я не видела.
Если что-то знаете по этому поводу, расскажите. Давайте так и скажу. Вчера Генеральная прокуратура заходила в 69-83 школы города Уфы, и я субъективно, подчеркиваю, субъективно, мое мнение о том, что это очень неправильно, то, что когда надзорные органы куда-то приходят, они не проверяют ведомство, скажем так. Если пришла Генпрокуратура, она должна проверять Министерство образования РБ или Рособорнадзор по РБ. Но она приходит почему-то тихо, молча в школы. Вы сейчас буквально транслируете позицию президента Татарстана, который говорит, зачем вы школу проверяете, проверяете правительство. А знаете, в чем разница? Вот позиция президента Татарстана, она в чем похвально? То, что они готовы за интересы, скажем так, населения части своей республики Татарстан, большей части республики Татарстан, они готовы бороться. И они выставляют свою позицию, они готовы даже спорить с федеральными органами. Поэтому я могу только уважать позицию Республики Татарстан. Мне кажется, вы сейчас сказали ключевое, большей части населения. А у нас, к сожалению, в Республике Башкортостан наше министерство и наш руководитель республики, они не готовы отвечать за, по крайней мере, за, подчеркиваю, коренного населения Республики Башкортостан. Вот и все. Мне кажется, что они просто другими методами это делают. Если президент Татарстана вступает в открытый конфликт с прокуратурой, можно сказать, с руководством страны, то в Башкортостане пытаются это финансовыми способами решить. Выделить деньги на гранты. Нет. Дарья, вы говорите абсолютно неправильно. Давайте вспомним те слова, которые нам правильно сказал здесь недавно в Уфе товарищ Белковский. Он как сказал? Кто борется, тот какую-то свою часть получает. Вот Татарстан боролся за часть своего языка, он его получил. Башкортостан молчал, ничего он не получил. У нас так и получилось то, что ровно после слов Станислава Белковского, вот здесь, мы когда сидели недавно недалеко отсюда, слушай, Татарстан боролся, он где-то свои часы отвоевывал, где-то свои часы проигрывал по республике. В итоге что получилось? Что они 2 государственных часа своих отыграли. И спасибо товарищу Миниханову, и спасибо товарищу ихнему Министерству образования, которого все-таки уволили. Так ведь? Но они свое отыграли. Мы же промолчали в Республике Башкортостан. И вы поймите, я не говорю о том, что о вас, Дарья, или там о нем, и о наших. Мы говорим о том, что Рустему Закиевичу и Гульназ Шафикова Заурали не простит. Вот и все. А вам не кажется, что для Татарстана это может иметь какие-то последствия? Вот это их позиция авторитарная. Никаких последствий нет. Давайте так скажем, когда я уверен о том, что Москва это все проглотит. Она также проглатывает, когда там громкие заявления делает наш товарищ Кадыров. Также она проглатывает, когда им там с Северного Кавказа любые другие там это региональные руководители говорят. Поэтому я говорю о том, что ничего не будет. Ну, тут вам наш радиослушатель, постоянный Смит, пишет, это к вопросу о том, вот вы сказали, в Татарстане президент выступил на стороне большинства, да? Он вам пишет, что в Республике Башкортостан носителей башкирского меньше трети. Это к вопросу о том, за кого выступать, за большинство или за меньшинство. Он мне задает вопрос о том, что я вам говорю о том, что вопрос не о меньшинстве или большинстве. Просто идет о том, о том факторе, о том, вот напоминаю, есть Конституция Республики Башкортостан, есть закон Республики Башкортостан об образовании. В Конституции Республики Башкортостан говорится 2 вещи. Первое, о том, что государственным языком Республики Башкортостан является, естественно, русский и башкирский язык. Второе, об образовании, о том, что языком образования является башкирский язык второй после русского. Так вот, когда мне задают этот вопрос, меньше трети, имеет ли это значение для меня? Для меня не имеет значения этот вопрос. И я считаю, что
если в 92-м, 93-м, и когда у нас Конституция Республики Башкортостан была принято всем населением республики, неважно, 1/3, 2/3, 3/3. Ну, понятно, вы выступаете за обязательное изучение башкирского языка в школах. Конечно. А вам не кажется, что с помощью денег, вот создания фондов, развитию и сохранению языка можно как-то помочь? Конечно, можно то, что происходит сейчас. Ну, или, но это не исключает, да, и того, и конечно, я об этом изучения. говорю, что не исключает. А Николай вас спрашивает, в Татарстане так и остался президент, а у нас руководитель республики. О чем это говорит, как вы думаете? Ну, это просто говорит о том, что, в принципе, я если честно, даже вот с 2011 года, 2012 года, когда эта вся ситуация происходила, для меня это, например, не имело большого значения. Это, видимо, это для наших башкирских организаций очень там сильно какое-то значение. То есть это не особо важно, как называется руководитель республики? Дело в том, что надо быть, а не казаться. Но, к сожалению, я считаю, что руководитель нашей республики больше кажется, нежели быть. Давайте перейдем к другим темам, уже к темам городским. Я напомню номер для СМС-сообщений +7 927 304 1051. Рамиль Рахматов, редактор газеты «Бонус» и политический обозреватель портала proUFU.ru. Сегодня персонально ваш. Сегодня состоялось очередное заседание городского совета Уфы, и оно впервые транслировалось в прямом эфире. Ну, правда, там звука не было, в общем-то, прерывалась трансляция, но, в общем, тестили. Тем не менее, решили запустить трансляцию. Я так понимаю, что это какой-то ответ, может быть? Можно вопрос? Да. А там что-нибудь сменилось, там президиум там или что? Нет, не сменилось, в том-то и дело. Вот то, о чем писали вы, например, в проУФУ, то, о чем писал «Коммерсант», медиакурсеть со ссылкой на свои источники, о том, что сократится количество членов президиума, это не подтвердилось на этом заседании. Я думаю, что это, наоборот, подтвердилось. Вот как это? Объясняю. Во-первых, я верю... Только поближе к микрофону, пожалуйста. Я верю, во-первых, я верю своим коллегам из «Коммерсанта», с медиакурсети и себе в первую очередь, потому что мы с этими людьми, которые там нам абсолютно персонально, абсолютно объективно и абсолютно правильно всю эту информацию излагали. То есть оно на самом деле имело место быть. Другое дело о том, что иногда бывает так, что когда СМИ говорят об этом, а власти отыгрывают в обратную сторону, это тоже бывает. Я считаю, в данном случае была именно та ситуация, когда случилось так, что мы с коллегами сказали об одном, а была отыграна обратная ситуация. Зачем? Чтобы потом никто не связывал это с тем, что вы написали, не пытался там искать причин, признаков отставки? Так бывает, они пугаются. То есть вы вспугнули, можно сказать? Нет, не факт, что мы, но, скорее всего, мы и коллеги из тех изданий, которые я упомянул. Те журналисты, которые об этом писали, со ссылкой на источники, связывали подобную инициативу сократить количество членов президиума с тем, что якобы это поможет инициировать отставку главы администрации. Будут ли еще какие-то попытки? Давайте я сейчас объясняю одну вещь. Летом, когда лично сам расписывал в июне месяце, когда принимали в устав города Уфы, в связи якобы федеральными, там, подчеркиваю, этими изменениями, о том, что сейчас получается все, опять же, все декларации чиновников города Уфы и депутатов Уфы, они падают не в горсовет Уфы, а падают сразу в администрацию главы республики, и там все проверяют антикоррупционные ведомства, и они провоцируют сразу увольнение, скажем так, чиновников городской мэрии, ну или любой районной мэрии. И я об этом еще писал летом. Потом, когда весной весной ситуация интересно повторилась, очень интересно отыграла опять же, Краснокамском районе, опять же, в городе Агидели, когда я писал о главе Гильмулиной. Это абсолютно интересно. И вот эта ситуация сейчас пришла так, и когда я разговаривал, я разговаривал с депутатами Горсовета Уфы, и они все очень удивлялись, говорят: ты знаешь, мы то, что вот это, говорит, происходит, то, что все эти уставы изменения приняты, мы-то, говорит, помним их, говорит, с лета, но не знаем.
Вот мы помним, но не знаем, понимаете, фразу разницу. И вот, говорит, о чем, говорит, нам придется голосовать, мы, говорит, тоже сейчас, говорит, знать-то не знаем. Нас, конечно, говорит, не гоняют. Ну, конечно, да, ядросов так, говорит, загоняют, но мы-то, говорит, не ядросов, знать, говорит, не знаем. И вот вы понимаете, когда я разговариваю с этими депутатами, мне так становится забавным. Но в любом случае я вам говорю о том, что если решение было отыграно, то оно было отыграно. Именно отыграно. То есть оно вернулось обратно. Мы не ошиблись. Мы не врали. Можно прислать еще вопросы, еще успеете. +7 927 304 10 51. Рамиль Рахматов, редактор газеты «Бонус» и политический обозреватель портала proUFU.ru. Сегодня персонально ваш. Очень много вопросов, кстати, по поводу вот башкирского языка и всего, что с этим связано, вам приходит. Понятно, что тема, которая всегда вызывает отклик. Это отдельная тема. Да, для отдельной программы. Но я хочу еще поговорить по поводу городского совета. У меня вопрос к вам как к журналисту. Сегодня впервые была прямая трансляция этого заседания, и вот мы уже привыкли к тому, что оперативные совещания стали транслироваться. Это все зачем делается, на ваш взгляд? Я думаю, что прямая трансляция горсовета, она вообще абсолютно не несет никакого смысла по одной простой причине. Пока не откроются комиссии, я здесь согласен со своими коллегами с «Коммерсанта», с других изданий, «Медиакарсети» и так далее, неправильно. То есть это можно воспринимать как такой ответ журналистам. Вы жалуетесь на нашу закрытость, а мы вам трансляцию делаем. Нет, я по-другому отвечу. Это жлобство. То, что они не открывают комиссии. Конечно. Они их откроют, как думаете? Какой прогноз? Я думаю, рано или поздно не откроют, потому что иначе это будет стоить им денег. Вчера на оперативном совещании, которое транслировалось в Facebook, глава города Ирик Елалов высказался об отпусках для своих подчиненных. Он сказал, что к нему уже поступает большое количество заявок на отгулы в период новогодних каникул. Он сказал, что отпустит только при одном условии, если не будет снегопада сильного, как в прошлом году. Правильно ли это, на ваш взгляд, не пускать сотрудников администрации там в отпуска, если вдруг будет такая же ситуация, как в прошлом году? Давайте так скажем, Дарья, вы не об этом вопрос задали. Все правильно сказал Ирик Елалов. Это раз. Отвечая на ваш вопрос, а вы задавали вопрос на самом деле о другом. Правильно ли Елалов начинается риторика? Я считаю, что риторика товарища Елалова, она правильная. В каком смысле риторика его правильная? В том смысле, о том, что все-таки все чиновники, и он должен говорить о том, что он думает, и он... Ну, то есть нарушать трудовое законодательство, конечно, не давать отпуск, это правильно? Дело не в трудовом законодательстве. Дело в том, что все должны выполнить свои обязательства. Давайте так. Вот я заезжаю в город Уфу с южной части, со стороны Нагаева. И мне очень интересно и смешно смотреть, когда в 8:30 вечера начинают выезжать из УДХ Кировского района машины, спецтехника, которая заезжает на заправку и начинает загораживать пол дороги и пол района. Речь не об этом. Я сказал о том, что он хочет от своих районных чиновников исполнения нормальной работы. Я считаю, что он прав. Ну, по-моему, это выглядит как система вообще работает исключительно в ручном режиме, она не отлажена, и поэтому, если вдруг сотрудники уйдут в отпуск, все вообще снегом завалит, и мы тут умрем. Конечно, заставьте их работать в ненужное время и заплатите им 1,5-2 раза больше. Вот и все. Из наших денег, из наших налогов. Подождите, это их не муниципальные, это не наш с вами вопрос. Вы, кстати, здесь не платите налоги, я знаю. Что мы не платим налоги? Я шучу. Я лично плачу все налоги, поэтому имею право задавать вопросы из моих налогов, на что там будут идти отчисления. У меня к вам вопрос по поводу предприятия «Алтын-Курай», которое является застройщиком мечети Ар-Рахим. Появилась на днях новость про то, что эта организация будет, скорее всего, признана банкротом. Я вам сразу скажу, что я считаю, я не видел там никаких там своих этих. Я считаю, что ребята немножко подмошенничали. Первое. У меня есть документы о том, что товарищи из Алтын-Курая вдруг нечаянно, подчеркиваю, нечаянно, в кавычках,
продали здание на улице Гоголя. Угу. Они продали некоторые, там, скажем, нефтезаправки, которые у них там были, скажем, в Демском районе и так далее. А я отмечу, что учредителем этой компании является председатель Духовного управления мусульман. Вот, я про это и говорю, о том, что ребята немножко суетятся. Ну, слава богу, они там все это сделают, но у нас есть абсолютно нормальное российское законодательство, которое в этом плане говорит о том, что все сделки в течение 3 лет сомнительные, они будут отменяться. Давайте коротко, у нас буквально 1 минута останется. То, что их могут признать банкротами, вас скорее смущает, учитывая их финансовую ситуацию? Да никак. Потому что все их сделки будут отменены. Спасибо большое. У нас сегодня в гостях был редактор газеты «Бонус» и политический обозреватель портала proUFU.ru Рамиль Рахматов. Вы слышали его мнение. Всего доброго. До свидания. В полном контакте с информацией.